Уставный суд Свердловской области приступил к повторному рассмотрению дела о строительстве на юго-западе Екатеринбурга торгового комплекса «Ритейл Парк». Этот гигантский комплекс разместится на территории почти в 5 гектаров в границах улиц Зоологическая, Репина, Волгоградская, Серафимы Дерябиной. Там, где еще в советское время планировалось построить новый зоопарк, а позже располагался авторынок у вертолета и парк экстремальных развлечений «Сова». Полгода назад, рассмотрев иск депутата городской думы Екатеринбурга Максима Петлина на незаконность тогда еще только начинавшегося строительства, Уставный суд решил, что постановление о выделении этого участка земли застройщику было принято с нарушением закона. Точнее, нарушение было совершено чуть раньше коллегами Петлина, городскими депутатами, одобрившими предложение о переводе лесопарковой зоны в категорию земель деловой активности. Дело в том, что в непосредственной близости от стройки находится Широкореченское кладбище, и лесополоса, отделявшая погост от указанного участка, являлась своеобразной санитарно-защитной зоной. По закону в таких зонах позволительно строить лишь культовые здания церкви, например, или сооружения, имеющие прямое отношение к обслуживанию кладбища. Таким образом, постройка ритейл-парка, сопровождающаяся вырубкой деревьев и рытьем котлованов, может изменить течение подземных вод и поставить под удар санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, заявлял тогда председатель Уставного суда Вадим Пантелеев. Единственное, что смущало тогда в принятом решении, это личность заявителя. К тому времени, когда уставные судьи рассматривали его иск, Петлин уже находился под следствием по обвинению в вымогательстве взятки у застройщика этого участка компании «Форум Групп». За 3 миллиона рублей оппозиционный депутат обещал прекратить свои нападки на застройщика, снять пикеты вблизи стройплощадки и больше не вмешиваться в эту историю. Конечно, суд вправе рассматривать заявления даже осужденных, не только подследственных, но одним своим корыстным поступком защитник санитарной зоны фактически перечеркнул всю веру в правоту своей позиции. С одной стороны, на решение суда посмотрел и губернатор Свердловской области Александр Мишарин, который обратился к судьям с просьбой пересмотреть это решение. Свою позицию глава области объяснил беспокойством о стабильности инвестиционного климата, создаваемого в регионе. Форум Групп инвестирует в этот проект огромные средства, которые в конечном итоге будут приносить дивиденды не только самим коммерсантам, но и бюджету области, а значит и всем бюджетополучателям. Даже если городские депутаты в свое время приняли ошибочное решение, почему от этого должен страдать инвестор, начавший стройку на основании подлинных документов, подписанных руководством города? В своей статье, опубликованной вчера в газете «Ведомости», глава российского правительства Владимир Путин назвал подобное положение презумпцией добросовестности бизнеса. То есть, если не доказано обратное, подозревать бизнесменов в нечистоплотности государственным органам нельзя. Строители ритейл-парка формально действуют абсолютно в законных рамках, и наказывать их за то, что один из органов власти когда-то где-то что-то накосячил, по меньшей мере нечестно. Сегодня Уставный суд начал рассмотрение просьбы губернатора изменить ранее принятое решение. Свой вердикт судьи намерены вынести 13 февраля.